Я Гульнара Абдуллаева, историк, публицист. Я освещаю события, происходившие в эпоху Крымского ханства. Моя цель – показать настоящее прошлое крымских татар. Инает-Герай был одним из младших сыновей знаменитого хана Бора-Гази-Герая. Свое детство и молодость Инает-Герай провел в Румелии, в местности Эслемие. Со временем будущий хан перебрался ближе к Стамбулу, где приобрел несколько крупных имений – Султан Мейданы и Султан Одалары. В начале марта 1635 года Инает-Герай был призван возглавить Крымское ханство. Перед отбытием нового хана в Крым султан Мурад IV устроил торжество по случаю утверждения нового главы крымско-татарской державы, на котором и пригласил крымцев в очередную военную персидскую кампанию. Беи приняли доброжелательно Инаета-Герая, но как только он заговорил о походе в Персию, резко выступили против такой инициативы. Они резонно заявили, что ханству эти походы приносят только урон. Не согласиться с этим хан не мог, но с другой стороны султан Мурад IV стал требовать 60-тысячное войско аскеров, а если хан этого не сделает, он лично отдаст приказ его казнить. Такого оскорбления хан стерпеть не мог. Ни о каком походе теперь и речи быть не могло. Беи, мурсы и даже простой народ поддержали и заверили хана, что если потребуется, они готовы отстаивать свои территории с оружием в руках, если османы объявят войну ханству. В Стамбуле понимали, что теряют важного союзника, и султану пришлось сменить тон. На этот раз прибывший из порта Чауш привез дары и предложения вместо Персии пойти в совместный поход в Европу. Но и это предложение было отвергнуто с порога. Такая решимость Инаета-Герая импонировала жителям ханства. Они были довольны своим правителем, который отличался щедростью и был справедлив к своим подданным. Хан придерживался европейского политического курса и очень быстро сближается с польским королем Владиславом IV. Более того, он издает указ, по которому разрешалось брать на военную службу украинских казаков. Мирное правление Инаета-Герая длилось недолго. Мурза Буджака хан Тимур объявил о своем выходе из подчинения хана и переходе под руку османского султана. В конце января 1637 года, собрав 150-тысячное войско из крымцев и нагайцев, Инает-Герай двинулся в Буджак для усмирения своего непокорного вассала. Воинственного и смелого хан Тимура не поддержал султан, и Мурза, не вступив в бой с ханским войском, бежал, а Инает-Герай занял Ак-Керман, приняв здесь присягу буджакской знати. Со временем восстановились отношения между ханом и султаном, правда, они носили довольно прохладный характер. И, возможно, ханство Инаета-Герая было бы менее драматично, если бы не происки хан Тимура, организатора убийства родных ханских братьев Хусама и Саадета-Гераев. Хан Тимур скрылся от преступления в Стамбуле, и когда Инает-Герай потребовал выдать ему преступника, султан предложил приехать ему в Порту, где лично передаст Мурзу Буджака хану. Неизвестно, что руководило Инаетом-Гераем, но он поддался на хитрость султана и в июне 1637 года пожаловал в Стамбул. Но здесь его подстерегала ловушка. Мурад IV отдал тайный приказ убить крымского хана. Инаета-Герая удушили. Это было неслыханное преступление со стороны султана поднять руку на самого Чингизита. Поэтому некоторое время казнь скрывали, известив о несвоевременной кончине хана, которого похоронили со всеми почестями в Азизи Июб Ансари в Стамбуле.